В Твери завершился чемпионат России по масс-рестлингу. Всего на соревнования были зарегистрированы 115 спортсменов из 13 регионов России, в том числе и из Якутии. Одним из самых ярких выступлений на чемпионате стала победа теперь уже трехкратного чемпиона страны Павла Черноградского. Итоги чемпионата в сюжете Степана Посельского. Первый соревновательный день чемпионата России по масс-рестлингу оказался богатым на события. Мужчины разыграли медали в 4 весовых категориях, а женщины в 3. Всего на соревнования были зарегистрированы 115 спортсменов из 13 регионов России. Одним из самых ярких выступлений на чемпионате стала победа теперь уже трехкратного чемпиона страны Павла Черноградского в весовой категории до 90 килограммов. В ходе турнира Павел взял верх над своими основными соперниками в сборной республики Дмитрием Поповым и Егором Баишевым, с которым ему предстояло встретиться в финале. В весовой категории до 125 килограммов лучшим оказался Рустам Ксенофонтов, также представляющий сборную республики Саха-Якутия. В решающей схватке Рустам смог обыграть неувядающего многоопытного и многократного чемпиона Анатолия Баишева. В наиболее конкурентной у мужчин весовой категории до 70 килограммов было 16 соискателей медалей. В их числе и чемпионы России, и победители республиканских турниров. Однако лучшим на данный момент оказался Афанасий Платонов. В финальной схватке он со счетом 2-1 обыграл Артура Орлова. В самой легкой весовой категории до 60 килограммов лучшим стал чемпион мира Игорь Дьяконов, одолевший в схватке за золото Сергея Черкашина. У женщин в весовой категории до 55 килограммов золотую медаль завоевала Анна Хлопкова. Второе место у Сарданы Осиповой. Очередную медаль чемпионата страны в весовой категории до 75 килограммов примерила действующая чемпионка мира Туяра Орлова. В весовой категории до 85 килограммов победу праздновала Саина Седалищева. Второй день соревнований получился не менее интересным, ведь именно в заключительный день на помост вышли атлеты самой тяжелой весовой категории. И, как и ожидалось, в финал супертяжей вышли титулованный богатырь из Вязьмы Виктор Колебабчук и молодой и стремительно набирающий обороты ботур из Якутии Сергей Фролкин. Однако в борьбе за золото претендент не смог противопоставить весомых аргументов против мощи и опыта действующего чемпиона мира. Итоговый счет 2-0 в пользу Колебабчука. Наиболее интересная схватка состоялась в финале весовой категории до 105 килограммов. Виктор Дакалов, лидер сборной республики Саха-Якутия, впервые встретился с мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу из Хабаровска Иваном Захаровым. В итоге упорнейшей схватки победителем вышел якутянин. Счет встречи 2-1. В весе до 80 килограммов Анатолий Гладков одолел Семена Атакова, который еще раз подтвердил статус одного из самых перспективных атлетов республики, завоевав в острой конкуренции серебряную медаль чемпионата. У женщин в самой тяжелой весовой категории свыше 85 килограммов снова не знала себе равных многократная чемпионка России Татьяна Григорь. В весе до 65 килограммов в финале встретились извечные соперницы Марина Федоренко и Ирина Севрюк, представляющие родину масс-рестлинга. На этот раз более подготовленной оказалась Федоренко. И именно она представит сборную команду России на чемпионате мира. Степан Посельский, Антон Никифоров, НВК Саха, Тверь.